от запаха, к сожалению, никуда не денешься при переработке рыбы. Если килограмм рыбы ты потом переработаешь, пожаришь, там и тот запах есть. Но когда такое огромное количество рыбы в муку перерабатывают, сама мука имеет уже этот запах мучной, когда его много, конечно же, дискомфорт. Они усовершенствуют свои фильтры, дорогостоящие фильтры ставят на все выбрасываемые трубы, но пока что вот так совсем избавиться от запаха муки, рыбной муки самой невозможно. Да и от рыбы свежей, когда рядом стоишь, привозят 100 тонн рыбы, да, вот и перегружают ее, когда тоже запах дает. А если, к слову сказать, погода хорошая, плюс 15-17 на улице, то этот запах еще больше, резче становится. Мгм. Но вы проверяете предприятие на наличие вот этих фильтров, и, в принципе, это же Да, не должно конечно, иметь места конечно, вообще-то вот по всем конечно, нормам? конечно. Они весь запах, допустим, и та вода, которая отработанная сбрасывается, все идет через фильтр. У них фильтра, у них, кроме того, они еще же воду кипятят, у них печи стоят, пользуются углем. А когда нет электричества, они пользуются углем. Уголь, когда сжигается, вы, наверное, дымят трубы, если посмотреть, да, и на этих трубах фильтры стоят. Вот такого черного дыма, если помните, когда ГРЭС работал, вот такого черного дыма с большими отходами пепла, такого нету сейчас.